говорят, что вы никакие не татаристы, вы на самом деле пошлые булгаристы. Мы себя считаем продолжателями концепции Шихабуддина Маржани. Этногенез чувашского народа все равно придется объяснять. Татары, мусульмане никаких святых ключей не знают. Мусульманская общественность и вообще муфтият должны навести порядок. На Ходжалар-Тауы, где в районе Белярска сейчас там чувашские языческие памятники появились. Это, конечно, выглядит как анекдот. Уважаемые зрители и слушатели, продолжаем цикл наших программ «Актуальное прошлое». Сегодня мы поговорим об очень важной и актуальной теме – о булгарском наследии. Иногда, очень часто нас разные люди обвиняют совершенно в разных грехах. Одни говорят, что мы с Дамиром Валерьевичем полностью отказались от булгарского наследия и не признаем его, в то время как некоторые другие общественные политические деятели говорят, что вы никакие не татаристы, вы на самом деле пошлые булгаристы и защищаете только булгарское, от чего нужно вообще нам отказаться. Так вот, мы всегда заявляли, говорили, и сейчас мы можем это повторить на камеру перед всем честным народом, что ни от какого наследия мы, как и весь татарский народ, отказываться не будем. Мы всегда говорили и считали, что и булгарское, и золотоордынское наследие является нашим общим наследием. Это истоки нашей культуры в разных аспектах и в разных контекстах. Особенно это актуально было всегда, но сейчас в последнее время, когда есть в период пробуждения наук в республиках Волго-Уральского региона появляется все больше желающих воспользоваться частью татарского наследия. И вот мы хотели бы поговорить, обсудить эту проблему. Ну, если сказать принципиально про нашу позицию, да, действительно, мы никогда не отказывались от булгарского наследия. Хотя бы потому, что мы себя считаем продолжателями концепции Шихабуддина Маржани. Достаточно прочитать книгу Шихабуддина Маржани «Мустафа Рахбар фи ахвали Казан ва Булгар». Сейчас и на русском языке есть, любой может почитать. То можно убедиться, что Шихабуддин Маржани очень удачно синтезировал разные подходы. Там у него булгары тоже имеются в собственном месте. И вот мы поэтому никогда не отказывались от этого наследия. Вопрос в другом заключается, на самом деле. Это же проблема трактовки. Как вот нашу историю трактовать? Потому что наши предки прошли разные этапы своей истории. Мы же знаем, что наша история обычно начинается еще с гунского времени. Если возможно, и глубже идет там. Это требует специальных исследований. Но мы начинаем историю с гунского времени, и там вот этап за этапом наши предки проходили, и возникли целый ряд этнических компонентов. Там и хазары включаются, и булгары включаются, попозже там кипчаки подходят, там тоже включаются. Но это как этнические компоненты. Да, да. И когда вот начинаешь выстраивать общую концепцию развития народа, то видно, что при помощи простых схем обойтись невозможно. И потом ведь вот булгарское наследие, оно такое, что никак от нас оторвано быть не может. Потому что прежде всего это наследие мусульманское. Мы очень хорошо это знаем, потому что, хотя вот достаточно посмотреть булгарские надгробные памятники, там же вы сразу найдете мусульманские формулы, булгары рано приняли ислам. Кстати, среди тюрок булгары ислам первым приняли. Государственном Судя уровне. по всему, да. Там даже... Ну, Караханиды в 960-м. Да, примерно тогда же, но чуть попозже. В 960 году. Поэтому в этом плане мы, конечно, вот от этого наследия отказываться никак не можем. И потом же есть общие исторические знания, которые нам прекрасно позволяют выстраивать собственный исторический процесс. И мы знаем, что до монгольского времени булгары никуда не исчезли. Монголы пришли, и археологические памятники прекрасно показывают, что булгарское население осталось, несмотря на то, что потрясение произошло сильнейшее при завоевании. И мы потом и потомков этих булгар тоже прослеживаем отчетливо.
Вот так называемая проблема ясачных чувашей отчасти тоже с этим связана. И мы никогда не выступали против вот этих взглядов. Но просто вот я что хочу сказать. Вот нельзя эти вещи примитивно трактовать. К сожалению, наши коллеги из этих соседних республик иногда очень примитивно трактуют вот эти вопросы. Вот в частности, когда я говорю о булгарском наследии в виде ясачных чувашей, то уже с точки зрения науки вопрос изучен достаточно хорошо. Это же ясачные чуваши, которые в Заказании жили, они были мусульманами. Вы там никаких языческих памятников не найдете, и поэтому непосредственно их привязывать к чувашам тоже будет совершенно неправильно, не соответствует научным взглядам. А если сказать, что вот эти чуваши были мусульмане, но оставались чувашами, это же тоже доказывать нужно. Потому что есть языковые материалы, которые позволяют говорить о том, что смена, скажем, булгарского языка, р-языка произошла достаточно рано, и предпосылки этого тоже неплохо изучены. Поэтому вот нельзя говорить о том, что вот каким-то образом можно это наследие приписать только одному народу. Даже если мы, скажем, дадим часть этого наследия чувашам, ну, можно сказать, подарим, может быть, можем сказать, что они тоже могут пользоваться этим наследием, то все равно вопрос остается. Как я говорю, речь идет об исламском наследии. Да, дело в том, что когда мы говорим о булгарском наследии, то мы должны иметь в виду, по крайней мере, два элемента перешли в последующую татарскую культуру как составные части. Это, правильно, ислам. Вторая – это городская цивилизация. Эти два элемента неразрывно связаны между собой на самом деле. Но именно они отличают булгар и их государственность, и их общество от всех других народов, населявших Волго-Уральский регион, которые испытали несомненное воздействие. И более того, можно сказать, даже больше, все народы Волго-Уральского региона сформировались так или иначе благодаря и посредством воздействия Волжской Булгарии. Одни были отделены от других, что способствовало тому, что язык их начал формироваться отдельно от других и формировать как национальный этнический язык. Ну, допустим, мордва-мокша, которая имеет огромный пласт тюркских заимствований. Это ясно та часть мордовского народа, которая взаимодействовала непосредственно с Волжской Булгарией, была в орбите ее влияния. В то время как Мордва-Эрзя была в стороне и сформировалась отдельно, и сформировала свои отдельные элементы. То же самое и с луговым марийским, и с горно-луговыми марийцами. То есть Волжская Булгария – это очень такой сложный цивилизационный, сложно организованное цивилизованное общество с государством и с урбанистической культурой. Но еще один аспект необходимо иметь в виду. Дело в том, что вот мы говорим булгары, но у нас нет уверенности в том, что все население Волжской Булгарии именовало себя булгарами. Скорее всего, собственно, булгарами именовали себя только элита, сословная верхушка, условно говоря, военнослужилое сословие. Именно оно и было законодателем вот этого самого этнического камуфляжа, этнического самосознания. А простое население именовало себя как мусульмане. Нет, это однозначно так. Вот даже конкретный пример можно привести. На территории Волжской Булгарии существовал городок Торчск. Это торки, это агузы. И мы знаем, что Ибн Фадлан еще фиксирует родственные связи между ханом Алмушем и Атраком, вождем нижневолжских агузов. Это же совершенно не случайно. То есть ранние контакты были, и потом кипчаки подошли. Кипчаки тоже никуда не исчезли. Мы сейчас можем четко сказать, что кимаки, например, с волжским булгарами взаимодействовали. Исторический источник тоже есть по этому поводу. Поэтому вот считать, что все состояли только из булгар, это будет большая ошибка.
Я думаю, что это абсолютно не соответствует историческим реалиям. Но это даже в традиционной культуре есть. Вот я могу сказать, что даже на правом берегу Волги в татарской культуре традиционной, этнографической, есть элементы агурской культуры. В языке тоже есть. Это наши лингвисты, диалектологи зафиксировали. То есть это говорит о том, что вот старые контакты были с носителями обычных тюркских языков, не только эр-язык существовал здесь. Поэтому элита, может быть, и была булгарская. Там еще другие группы тоже существовали. Вот, например... Ну, в качестве податного сословия. Да, вот, группа Исигель. Скорее всего, это чигили, которые фиксируются еще там Махмудом Кашгари далеко на востоке, то есть это отнюдь не булгары. Даже рунических памятников. Да, и могу сказать, что вот очень важно, действительно, Искандер Леонидович затронул, проблема городской культуры. Вот я сначала приведу пару примеров. В нашем институте ИАЛИ есть в архивохранилище около 8 тысяч рукописных памятников. По-моему, в университетской библиотеке больше 20 тысяч есть рукописей, связанных с нашей культурой. Вы, например, у чувашей не можете найти таких вещей, потому что у нас есть старая городская культура, которая создавалась там с волжско-булгарских времен. Мы эти памятники хорошо знаем. Они создавались именно в городских условиях. Вы там где-то в степях такую культуру не создадите. И вот татары являются единственным народом, который имеет, вот в этом ареале точно, который имеет вот старую городскую письменную непрерывно культуру. развивающуюся. Да, да. Наша традиция, она поэтому и в Казанском ханстве продолжалась, потому что, вот скажем, из татарских ханств письменная литература зафиксирована только в Крымском ханстве и в Казанском ханстве. У остальных есть там какие-то куски-то, но очень такие невыразительные. А у нас есть полноценная литература. Это показывает вот, связанность разных эпох, в том числе вот, и булгарской культуры, с более поздней татарской культурой. И с этим ничего поделать нельзя, это объективная реальность. Поэтому, когда вот начинаются всякие притязания на булгарское наследие, то необходимо четко сказать, что претендовать-то можно, но надо доказать, что вы имеете право на эту культуру, потому что это должно иметь продолжение в вашей культуре. Ну, это можно сделать только одним путем, то есть снизить уровень булгарского государства, булгарской культуры до каких-то племенных владений. Ну, например, там в башкирском энциклопедическом словаре написано, что Беляр – это племенной центр племени Буляр. Но это, конечно, выглядит как анекдот, но вот, то есть попытка снизить уровень развития булгарского государства и ее цивилизации до вот какого-то племенного уровня. Но это еще надо постараться, чтобы это сделать. Вот в чем суть вот этой проблемы исачных чувашей? Вот как считаете? Ну вот это же есть определенная фиксация в русских писцово-переписных книгах, где-то вот в 16-м, первой половине 17 веков, определенная группа исачных чувашей. И потом эти же группы, мы знаем уже многие населенные пункты конкретно, там всегда были мусульманские кладбища, и надгробные памятники есть на татарском языке написанные. И они чувашами просто не могли быть, но они так были маркированы. Но нам в ответ на это отвечает, их ассимилировали татары? Вот это сложный вопрос, потому что этих ясачных чувашей, по моим подсчетам, было примерно в 4 раза больше, чем служилых татар. То есть, может быть, как мощная феодальная группа она и способна была, но такую массу бы они не смогли ассимилировать, если бы не было предыдущих предпосылок. Я думаю, что... Вообще, возможно ли, чтобы небольшая группа ассимилировала гораздо большую? Маловероятно, тем более территориально служилые татары ведь не везде жили, они там были сплошные районы, ясачных чуваш, например, да. У татар называется черная сторона, в основном Мамадыш там и так далее, это такие ясачные территории. Поэтому уже достаточно есть фундированная гипотеза по этому поводу, что так их называли служилые татары, потому что вот это чаваш, это Рифхат Ахметьянов еще писал, это означает пахаря, крестьянина, то есть это черный люд. Это очень хорошо подходит под сословный строй Казанского ханства. Поэтому, имея в виду весь культурный контекст, конечно, из них
создавать мифических настоящих чувашей – это нонсенс. Поэтому я думаю, что это фактически мифологическое построение, которое с наукой не имеет ничего общего. Мы с этим не сможем согласиться, да и научные факты это не подтверждают. Потому что, я же говорю, это на этих территориях имеются надгробные памятники, топонимика соответствующая, в общем, в целом татарская. И с этим ничего поделать нельзя, поэтому если, скажем, чувашские ученые будут придерживаться объективных взглядов, они должны будут признать эти взгляды. И потом я вот изучал конкретную группу, связанную с царскими князьями. Это же отчетливо видно, вот тот слой, который с ними как крестьяне жил, это выходцы из Заказания, хотя у них в культуре действительно имеются старые элементы, похожие на чувашское, но это булгарское наследие. Но у них язык оказался в конце концов татарский. Иногда апеллируют к данным археологии, говоря о том, что есть некоторые элементы язычества, но надо ответственно заявить, у кого их нет? Ну да, что на Руси, например, языческие элементы вплоть в некоторых регионах сохранялись до 16 века. Да, и на территории Европы то же самое. Специальная работа есть по этому поводу. И даже прикрытые, значит, общей такой христианской культурой и мусульманской культурой внутри всегда есть какие-то элементы прежних верований, суеверий и так далее. То есть это не является антимусульманским. Это то, что мусульманство отвергало и жило на периферии общественного сознания. Но вот, и потом... Извиняюсь, я можно приведу конкретный пример. Я вот был в 90-м году у заболотных татар, и там у бабушки спросил, есть ли у вас курчаки. Традиционно у них были, дома они держали такую тряпичную фигуру такая. Это вроде домашнего башка. Кормили это создание. Бичура какой-то? Примерно такое. Бабушка сказала, нет, мы мусульмане. Потом она вышла подоить корову, сын, который спал, проснулся, сказал, есть у нее, она вот на крыше держит там и кормит. Бабушка зашла после этого, я спросил, бабушка, есть у вас, оказывается? Она сказала, ну и что, это к исламу не имеет отношения. Это она сказала охранительница домашнего очага. И я тогда вспомнил, у казанских татар это тоже есть, и есть хозяин дома. Даже вот когда дом воздвигают, у нас специально под венцы кладут монету, и после этого должны кушать кашу там. Это жертвоприношение на самом деле. То есть у нас вот вещественное выражение не осталось, но это старая древняя тюркская культура, она сохранилась таким образом. Это уже даже не язычество, а пережитки чего-то очень древнего, которые вот дошли до наших дней. Но это у всех народов есть. И на этой основе сконструировать какую-то чувашскую этничность невозможно. Нет, конечно. Но даже есть еще такие элементы. Например, в Лаишевском районе несколько деревень Мордвы-Каратаев, которые, возможно, даже в Казанское ханство, в эпоху Казанского ханства, а может, даже и в Золотоордынское время переселились. Скорее всего, они достаточно рано переселились. Да, но тогда они, видимо, внешне приняли ислам, но продолжали жить по своим обычаям, обрядам, и никто не мешал им какие-то элементы сохранять традиционного поминально-погребального обряда. Искандер Иванович, это вот достаточно поехать на Кавказ и посмотреть их ислам. Вы там такие обряды и этикет увидите, что исламу это и не снилось. Но это все это уже интегрировано в исламскую систему. Конечно. Там базово является исламской. Поэтому это на самом деле ни о чем не говорит и никак не может свидетельствовать о каких-то чувашах там и так далее. Это вот древние вещи, которые сохранились. Традиционно их особенно много, кстати, у наших татар-кряшин. Вот почему? У них произошла какая-то консервация культуры. Некоторые из них, может быть, даже находились где-то на грани перехода в ислам, еще окончательно не перешли, но уже татароязычные были. Может быть, из каких-то других народов соседних они были. Они смогли сохранить эти элементы, потому что православие было не полностью ими усвоено. Нет, православие просто более лояльно к этому относится. Может быть так, да, может быть так. Вот мой коллега, ты его хорошо знаешь, Юлдус Мухаммедшин, даже специальную работу написал. Ему, к сожалению, это советское время было, у него книга вышла в Академкниге в издательстве, и ему все эти элементы, описывающие язычество, велели убрать из книги.
к сожалению. Да, в рукописи у него осталось, и я сам там ездил по Кряшнам, знаю, что у них элементов было очень много таких. Переиздать? Да, ну, может быть. Ну, сейчас кто этим будем заниматься? Вот в традиционной культуре есть у нас. У сибирских татар тоже есть такие элементы, есть за Казани тоже есть свои особенности культурные в этом плане. Потому что старые элементы культуры, они даже у европейских народов сразу не уходят. Они остаются где-то в тени там, может быть. Да, вот действительно там под христианским прикрытием, у нас под исламским прикрытием. Там, скажем, где-то на Алтае под буддийским прикрытием есть такие вещи. Да, я много. хорошо знаю алтайцев. Ну и у монголов да. полно. Поэтому на этой основе ничего на самом деле сконструировать невозможно, просто это особенности функционирования культуры данного народа там и так далее. Вот что касается булгарского наследия, я еще хочу сказать вот специально. Марсель Ахмедьянов ведь изучал топонимику, у него есть хорошая работа. Он вот специально сравнивал названия деревень, где жили ясачные чуваши, с татарским языком. Большинство топонимов на обычном тюркском языке. Хотя есть исключения, вот я тоже сам знаю, вот есть названия такие Карашурма, Рамшурма, Яуширма. Есть, да. Это вот булгаризмы. Они остались с древних времен, но далеко не преобладают они. Нет, ну, эр-язычные ясачные жители, несомненно, были. Никто их это не отрицает. Но между эр-язычным населением и чувашами большая разница. Потому что эти эр-язычные уже были мусульманами, находились в совершенно другом окружении, в то время как чувашское население, вот это самое, сохранявшее свой эр-язык, оно практически все Средневековье до XVI века, очевидно, находилось в такой автаркии. Потом ведь вот я еще помню, ученых, некоторых видных ученых были колебания по поводу того, действительно чуваши булгарского происхождения, некоторые. Вот Альфред Хасанович Халиков, например, придерживался, что они не имеют прямого отношения к чувашам, а относятся к каким-то старым тюркам, которые, может быть, очень рано пришли. Я думаю, да. Сейчас, чем дольше я думаю, не исключено, что они связаны вот с тем народом, который арабы называли буртасами. Ну, не исключено. Ну, во-первых, у чуваш есть мощный такой марийский компонент черемисский. Это же даже в переписанных книгах большая часть территории проживания чувашей зафиксированы как черемисские земли, да, черемисы. Это же название случайно не является, они там что-то отражают. Но у них все равно есть вот такой тюркский элемент, это и в традиционной культуре, об этом еще вот прекрасные книги, которые сделали Воробьев и его команда еще в начале 50-х годов в Чувашии. Там все это хорошо показано, где вот тюркских элементов больше, где черемисских, марийских элементов больше. И поэтому по этим материалам хорошо видно, что произошла интеграция разных культурных элементов. Ну, я думаю, что чувашские ученые должны... Нет, но этот этногенез не выходит за пределы Сурско-Свияжского междуречия. Да, да. То есть вот все вот эти элементы, они концентрируются там. То есть нет свидетельств о том, что они выходили в Приказание, в Западное Закамье там, и так далее. Вот ведь в чем. Если бы у чуваши был большой булгарский компонент, мы там должны иметь многочисленные булгарские памятники археологические. Но нет, этого же нет на самом деле. Нет. Вот это целая проблема. Чувашские ученые должны это объяснить. На основе чего они вот такую конструкцию делают. Ну, если чуваши здесь остались и были ассимилированы, то тогда каким же образом вот там сохранился тюркский язык такой, нет. Да. Ну и все население, откуда взялось. Да. То есть опять мы приходим к тому, что этногенез чувашского народа все равно придется объяснять. Ну да, да. Поэтому сейчас же вот даже такие пошли новые веяния идеологического характера, можно сказать. На территории Татарстана уже появились язычествующие такие чувашские лидеры, которые воссоздают старую чувашскую веру, и даже сувар создают там как особую новый сувар, этничность. Да. Нет, и более того, там центром нового сувара является, внимание, зороастрийский культ.
Но это на самом деле относится к категории неоязычества, однозначно. Это и хорошо изучено, да, и мировой истории тоже это явление. И они же на самом деле оказывают и прямое влияние. Вот я с ужасом смотрю, как на Ходжалар-Тауы, где в районе Белярска сейчас там чувашские языческие памятники появились, и они там чуть не утверждают, что вот это и к ним относится. На самом деле я специально изучал этот вопрос. Это там похоронены мусульманские святые, их имена тоже известны, и они имеют отношение и некоторым кипчакским вождям, принесшим ислам в более позднее время. Но самое интересное, там другие народы в обрядах участвовали, об этом есть фиксация с XVIII века, но они участвовали в мусульманских обрядах. То есть они признавали важность ислама и поклонялись, на самом деле, исламским святым там. Да. Ну вот еще раз говорю, вот то, что творится, конечно, на Святом Ключе в Белярске, это, конечно, недоработка чисто. Нет, это, я считаю, безобразие. Да, чистое безобразие. Конечно. Это мусульманская общественность и вообще муфтият должны навести порядок. Но это превращать это в какое-то языческое капище, это просто неуважение к нашему наследию. И рядом стоит столица Волжской Булгарии, Беляр, и здесь какие-то торжество неоязычества. Но это... Потом вот я об этом даже специально писал уже, татары, мусульмане никаких святых ключей не знают. Есть ключ, который находится рядом с погребением святых, да, и на этот ключ святой может повлиять, так сказать, духовно. Но от этого татары не поклоняются святым ключам и не поклоняются каким-то горам там или там возвышенностям. Они просто поминают святых. Это мусульманские святые. Там ничего другого быть не может и не должно. Вот наше Министерство культуры должно придерживаться научных взглядов, когда создаются такие памятники. Ну, какой-то регламент разработать. Регламент должен быть, несомненно. Потому что, ну как же, мы, как мусульмане, должны скатиться обратно в язычество, что ли? Такое недопустимо. Или какой-то полурелигия, полуязычество. Да. Ну, это показывает, что проблем здесь много и очень сложных, которые выходят как на историю, так и на современное использование тех или иных археологических памятников и объектов культурного наследия. Но еще раз подчеркну, что булгарское наследие было и есть основа нашей культуры и нашей исторической памяти. И никогда мы не откажемся от этого наследия. Важный элемент нашей идентичности. Да. Благодарю за внимание.